Пострадавшую 2 недели назад от нападения бродячей собаки 7-летнюю ухтинку выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. Тем временем жалобы на бездомных псов от горожан продолжаются. Администрация Ухты планирует проводить отлов четвероногих беспризорников по новой схеме. Подробности узнала Виктория Науменко. Так называемые собачьи свадьбы приходятся на весну и осень. Увы, по неудачному совпадению, именно в этот период Ухта остается без подрядчика по отлову безнадзорных животных. Так, с 14 сентября администрация вновь ищет организацию для проведения этих процедур. Возможность сделать их качественной по правилам есть далеко не у всех, поэтому поиск подрядчика всегда становится проблемой. Мы уже который раз выходим на аукцион, который раз нет подрядчика. Всех пугает то, что их надо поймать, стерилизовать, вакцинировать и обратно выпустить. В приюте «Добрый город», который ранее занимался отловом, ветобслуживанием и содержанием собак, сейчас мест нет и идет ремонт. К тому же у мэрии и приюта есть взаимные претензии по качеству работы. Сейчас городские власти решили пойти другим путем – разделить отлов и ветобслуживания бездомных собак и поручить их разным организациям. Так, процедуру по стерилизации, вакцинации, чипированию и при необходимости дальнейшему содержанию будет проводить ветслужба из соседнего Сосногорска. А вот к отлову решено привлекать в том числе самих ухтинцев. Спецавтодор просто даст объявление через СМИ, через все, что сегодня Ухта, спецавтодор принимает собак там, за 1000 рублей, или там, за, сейчас они делают расчеты, и они принимают собак, и тут же с этими людьми рассчитываются. Почему я говорю, может их будет 100, может 200, может 500. На сегодняшний день вот та ветеринарная служба, с кем заключен договор на стерилизацию, вакцинацию, они говорят, мы готовы хоть 500 собак принять сегодня. Как я понимаю, у них в Сосногорске есть база, у них в Сосногорске есть территория, которая им была выделена, там есть клетки, они готовы сегодня принимать. Мнения горожан по поводу такой инициативы разделились. Впрочем, те, кто ее поддерживают, все же есть. Если кто-то заинтересован в этом, это, во-первых, дополнительный заработок и отношение, естественно, другое, чем вот служба. Я считаю так. А как на самом деле лучше, не знаю. Городу, конечно, решать, но проблема есть. Проблему решать надо обязательно. И я все-таки думаю, что такой вот вариант приемлем. Это же надо тратить время, у людей сейчас не до этого. В нынешние времена, которые такие и то непростые, то есть заниматься этим, мне кажется, должны и люди, которые профессионалы. Я, во-первых, не пойду лично ловить собаку, я не знаю, какое у нее намерение. Я пойду ловить, она меня искусает. Параллельно администрация Ухты все же продолжит искать подрядчика для отлова собак. А пока мэр города лично рекомендует хозяевам собак воздержаться от самовыгула питомцев. В случае, если их псы будут отловлены, а такого исключать нельзя, им будет выставлен счет за отлов и стерилизацию животного. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.